эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Свыше 500 человек работают на тушении лесных пожаров в Чурапчинском районе Якутии. Ежедневно наращивается группировка сил и средств. Правительство страны усовершенствовало правила подключения многоквартирных домов к электросетям. В России борщевой набор подорожал на 300% за год. Станут ли цены на овощи дешевле? По информации пресс-службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики, работа паромов на реке Лени приостановлена в связи с погодными условиями. В аэропорту также задержаны некоторые рейсы. В населенный пункт Мельжикси Чурапчинского района направляются пожарные на специальной технике специализированной пожарной спасательной части Якутска. Ранее туда было направлено 50 человек Тульского спасцентра МЧС России. Всего на защите населенного пункта и тушение природного пожара задействовано 507 человек и более 100 единиц техники. Обстановка у населенного пункта сложная, и ежедневно проводится наращивание группировки сил и средств. Завтра в район бывает оперативная группа во главе с Александром Чуприяном. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, лесопожарную обстановку республики. Здравствуйте. Всего на территории республики пожаров 163, из них тушится 54. На этих пожарах работает 4741 человек и 775 единиц техники. Локализовано за сутки 11 пожаров, ликвидировано 11 и обнаружено 8 пожаров. Из-за погодных условий, задымленности авиация разных структур не работала. Работал один вертолет Министерства обороны в Верхневилюйском районе на пожаре село Далар. Было сброшено 3 этапа, это 3 тонны воды. Сегодня мы ожидаем улучшения ситуации и прилет большой авиации на перебазировку в город Якутск. Также осадки, которые прошли за эти дни, дали улучшение. При этом мы кардинальные цифры, окончательные цифры получим после облета и изучения всех пожаров. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Подключение многоквартирных домов к электросетям станет дешевле. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ фиксирует, что электросетевые организации должны протягивать кабель непосредственно к водно-распределительному устройству. До этого мероприятие по технологическому присоединению разрешалось проводить до границы земельного участка, на котором располагается дом. Принятое решение сделает процедуру менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке. Российские паралимпийцы получат по 4 миллиона рублей за золотую медаль на играх в Токио. За серебряную медаль будет выплачено 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1 миллион 700 тысяч рублей. Паралимпийцы получают те же суммы, что и олимпийцы. Об этом агентству ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта. Напомним, на играх примут участие 3 якутянки: Анастасия Диадорова в плавании, Степанида Артахинова в стрельбе из лука и Алена Дмитриева в волейболе сидя.
Информацию о паромах в Якутии теперь можно узнать онлайн. Мобильное приложение было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису подключено 5 переправ. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. Сервис уже доступен на платформах Google Play и App Store. Установлен возраст пещерных львят, найденных в вечной мерзлоте Якутии. Их обнаружили несколько лет назад. При помощи радиоуглеродного анализа удалось установить их возраст, а тело одного из хищников ученые склонны считать самым хорошо сохранившимся доисторическим животным. Этот пещерный львенок выглядит так, как будто заснул и может проснуться в любой момент всего лишь от одного прикосновения. Но в последний раз он закрыл глаза несколько тысяч лет назад. Ученые установили возраст 2 львят, которых обнаружили в вечной мерзлоте в Якутии в 2017 и 2018 годах. Древние животные находились друг от друга на расстоянии 15 метров, пишет CNN. Исследователи предположили, что это брат и сестра, но радиоуглеродный анализ это не подтвердил. Выяснилась разница в возрасте у этих животных 15 тысяч лет. Львенок-мальчик, которого ученые назвали Борис, появился на свет более 43 тысяч лет назад, а девочка Спарта примерно 28 тысяч лет. По словам ученых, она едва ли не лучше всего сохранившееся животное ледникового периода. Ее когти все еще остры и способны до крови расцарапать руку человека. Что касается вот этого львенка, он, конечно, уникален тем, что да, вот сохранились внутренние органы, сохранилась внешняя, так скажем, морфоструктура, скелет, шерсть сохранился, внутренние органы. Надеемся, может, какие-то части, ну, распавшиеся, естественно, части материнского молока, возможно, потому что из этого можно вывести, допустим, диету матери, чем она питалась, да, допустим. Это довольно-таки, ну, сейчас это уже возможно. По данным ученых, детенышам было 1-2 месяца, когда они погибли. Причина смерти неизвестна. Признаков того, что они стали жертвами хищников, нет. Компьютерная томография лишь показала повреждения черепа, вывих ребер и другие изменения в скелете. Учитывая то, насколько хорошо сохранились тела животных, после смерти они очень быстро были погребены, обращают внимание исследователи. Поэтому не исключено, что они погибли во время оползня или упали в трещину, которая образовалась во время сезонного таяния льдов. Дни якутского кино пройдут во Владивостоке в рамках культурных мероприятий 6-го Восточного экономического форума. К показу планируют фильмы «Тыгын-Дархан» Никиты Аржакова, «Тиэтэбит» Романа Дорофеева, «Агент Мамба» Алексея Амбросьева, «Рядовой Черен» Дмитрия Кольцова и «Потанцуй со мной» Никандра Федорова. Постпред Якутии по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов встретился с зампредом правительства Приморского края, министром культуры и архивного отдела Еленой Бронниковой. Они обсудили данное мероприятие, а также обменялись информацией о механизмах поддержки и программах развития сфер культуры. Елена Бронникова отметила, что в целях упрощения механизма межрегионального сотрудничества возможно организовать подписание соглашения между министерствами культуры 2 регионов. Овощи в России подорожали почти на 300%. Такую статистику приводит Росстат. Обратить внимание на борщевой набор правительству поручил Владимир Путин. Как власти будут регулировать цены на овощи и дешевле ли они на местных торговых точках Ленска, узнаем в сюжете наших коллег. Тарелка борща в ленских кафе стоит примерно 300 рублей. Цена стабильная и от сезона к сезону не меняется, в отличие от стоимости борщевого набора. Считается, что летом купить овощи дешевле, чем зимой. Так ли это? Узнаем на местных рынках. В этом году на борщевой набор придется потратиться, и дело не в мясе. Цена на него прежняя, подорожали овощи. По данным Росстата, с начала года морковь выросла в цене на 150%, капуста почти на 89%, картофель чуть больше 80%, а лук на 35%. Казалось бы, лето – урожайный сезон, привозить из-за границы овощи не нужно. Но в этом году подвела засуха, а спрос прежний. Рост цен заметили ленчане. Повысились ли цены на овощи в магазинах? Ну, наверное, да. Повысились. А как думаете, сильно? Не замечали? Как-то не обращая внимания. Допустим, помидоры, огурцы 60 рублей. На 50, что ли, на 30 подорожали. Там картошка подорожала.
Ну и в остальные, в принципе, овощи тоже. У меня дача, я не знаю, повысились или нет, и какие были. А что делать тем, у кого дачи нет, а свежих овощей хочется? Купить на местном рынке или на стихийных торговых точках. Правда, там цена выше, чем в магазинах. Например, килограмм картошки в супермаркете стоит 80 рублей, у огородников с рук – 150. За килограмм морковки вы отдадите примерно 75 рублей, на рынке 50 только за пучок. Ручная работа, за это и цена выше. Потому что ты начинаешь выращивать их рано, надо печку топить, дрова надо закупить. Или если электричеством отапливаешь, за электричество. А электричество тоже сейчас все дороже и дороже. Вот и получается, что наши цены тоже куда-то смотрят. Региональные власти поставили себе задачу следить за стоимостью борщевого набора. Регулировать цены помогут ярмарки, считают они. Чтобы к зиме цены на овощи не взлетели окончательно, решено ограничить торговые надбавки не более 10%. Получится или нет, узнаем после сбора урожая. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.